За первый квартал 2019 года региональным управлением Россельхознадзора проведено 117 контрольно-надзорных мероприятий. Выявлено 80 правонарушений. По ним вынесены постановления и наложен штраф на сумму более 180 тысяч рублей. Выдано 10 предписаний об устранении выявленных нарушений. Основное направление деятельности управления было направлено на недопущение ввоза на территории Республики Ингушетия несанкционированного ввоза подконтрольной продукции. Созначный санкционный ввоз. Это ввоз на территории республики продукции, которая не сопровождается сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность данной продукции. Вот в этом направлении была проведена, можно сказать, в основном ежедневная работа на административной границе. В ходе данной работы было проконтролировано свыше 400 автомобильных единиц с подконтрольным грузом. При проведении досмотра в 18 случаев из них было выявлено перевозка, ввоз на территорию Республики Ингушетия подконтрольной продукции без сопроводительных документов. Через проверку специалистов отдела ветеринарного надзора за отчетный период прошли свыше 400 транспортных средств с поднадзорными грузами и подкарантинной продукцией. К слову, представители ветеринарного управления в круглосуточном режиме дежурят на въездных постах в республику. Благодаря этому было выявлено 18 нарушений. Более 5 тонн продукции оказались сомнительного качества. В ходе данной работы нами выявляются случаи нарушения законодательства по обороту продукции животного происхождения. Основные виды нарушений – это отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов, декларации соответствия требованиям Таможенного союза, торговля в неустановленных местах, перевозка животных и продукции животного происхождения без необходимых документов, реализация лекарственных средств для ветеринарного применения без специального разрешения лицензии. Вот такие в основном виды нарушений нами выявляются. Что же касается земельного надзора, то наибольшее количество нарушений связано с самовольным снятием, перемещением и уничтожением плодородного слоя почвы, а также порчей земель. По всем нарушениям были выписаны предписания и наложены административные штрафы. Если ранее, допустим, с 2016 года были объявлены надзорные каникулы в отношении индивидуальных предпринимателей малого и среднего бизнеса, то срок этот закончился в 2018 году. И с первого квартала 2019 года наши индивидуальные предприниматели, они включены в план проверок. План согласован с прокуратурой республики. И согласно плану 13 проверок мы провели плановых. То дополнительно провели мы 7 неплановых проверок. Из них по исполнению выданных предписаний 6, одна проверка по обращению граждан. Всего проведено 20 проверок, при плане 13 всего. В числе приоритетных задач управления обеспечение и качество безопасности зерна и продуктов питания, безопасность по карантинным объектам. Помимо прочего, специалисты ставят перед собой ряд вопросов до конца текущего года, которые необходимо решить четко и в срок. Обеспечение общей безопасности на территории республики по всем 3 направлениям, в том числе и земельного законодательства. Здесь мы тоже выявляли ряд нарушений по разливу нефтепродуктов. Очень много мы выявили. Потом по мусоросвалкам, несанкционированные мусоросвалки выявляли, чтобы не допускали это администрации. И обращаем внимание администрации муниципальных образований по выявленным правонарушениям в области земельного законодательства, чтобы они нам передавали все материалы дела, мы выносили соответствующие постановления. И данные земельные участки, которые не будут приведены и отвечать соответствию требованиям, будут изыматься. Как отмечает руководитель управления Россельхознадзора, с целью недопущения угроз как пищевой, так и иной безопасности, ими будут на регулярной основе проводиться рейдовые мероприятия. Без внимания со стороны надзорных органов не останется никто. Светлана Томова, Джамалел Тамасханов. Новости 24.